В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нюргуяна Иванова. Алмаз-Эргиен-банк вошел в рейтинг самых надежных российских банков по версии Forbes. Эксперты выбрали самые надежные банки страны, изучив финансовые показатели претендентов и рейтинги международных и российских агентств, аккредитованных в Центробанке Российской Федерации. Тройку рейтинга возглавили Сбербанк, Райффайзенбанк, Росбанк. Среди сотни надежных российских банков Алмаз-Эргиен-банк занимает 61-ю строчку. В настоящее время в банке обслуживается свыше 300 тысяч розничных и более 6,5 тысяч корпоративных клиентов. В Якутии зарегистрировали нового резидента арктической зоны. Компания «Лидер» займется воздушной перевозкой грузов в северные районы Якутии. Проект нацелен на создание небольшой частной авиакомпании с парком воздушных судов, ориентированной на перевозки грузов на средние и дальние дистанции. Компания намерена удовлетворить потребности находящихся в Заполярье предприятий и организаций в срочной перевозке грузов, тем самым заполнить нишу недорогих внутренних авиаперевозок. Частные инвесторы намерены вложить в проект более 100 миллионов рублей, на которые будут приобретены вертолеты Ми-8, а также легкие самолеты. Местом базирования предприятия станет аэропорт поселка Тикси в Булунском районе. Перевозки грузов будут налажены в северные поселки, которые испытывают проблемы с транспортной доступностью, связанные с отсутствием круглогодичного наземного сообщения с основной частью региона. Продолжение темы: новые технологии энергетики и систем жизнеобеспечения в Арктике будут испытывать на климатическом полигоне в поселке Тикси. Там предполагается создать крупный климатический полигон. Главная цель создания полигона – развитие энергетики и в удаленных арктических территориях. Специалисты СОРАН и Якутского научного центра СОРАН выступили с предложением в адрес руководства республики о том, какие объекты необходимо разместить в данном центре. По словам ученых, у них есть возможности и желание реализовать проект. Арктические территории нуждаются в отдельной ипотечной программе. Такое мнение высказал генеральный директор ассоциации «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев. По словам эксперта, реализация ипотечных программ в Арктике осложнена отсутствием рынка первичного жилья из-за дороговизны строительства, небольшим объемом вторичного жилья, сравнительно низкими доходами населения и высокого уровня безработицы. В связи с этим для региона целесообразно разработать отдельную ипотечную программу с учетом характерных особенностей рынка жилья. Якутия также внесла предложение в области жилищного строительства в Арктике. Одним из таких предложений является включение возможности строить индивидуальные жилые дома с использованием МХМ-технологии. Это экологически цельные стены из древесины. Из таких панелей получаются готовые строительные элементы, которые могут быть установлены сразу. Коробка дома на предварительно подготовленном фундаменте возводится в кратчайшие сроки. Центры оказания услуг «Мой бизнес» для поддержки предпринимателей появятся в 2021 году еще в 5 районах Якутии, в том числе арктических. Речь идет о Булунском, Ленском, Оленёкском, Среднеколымском и Чурапчинском районах. Сейчас центры оказания услуг «Мой бизнес» функционируют в 15 районах Якутии, а также 7 окон в Якутске. По принципе одного окна в центрах оказания услуг можно получить различные услуги, начиная от регистрации бизнеса и до оформления заявок на кредитование в коммерческих банков. При этом все предоставляемые в центре услуги абсолютно бесплатны. В центрах предприниматели могут получить более 100 услуг, в частности, консультации по актуальным вопросам в сфере предпринимательской деятельности и возможность участвовать в образовательных проектах в онлайн и офлайн форматах. Компания «Алроса» выручила 7 миллионов 700 тысяч долларов с продажи 3 алмазов специальных размеров на юбилейном 100-м аукционе. В результате 7-часовых торгов победителями стали 3 компании из Индии и Объединенных Арабских Эмиратов. Параллельно с самим юбилейным аукционом компания провела классический аукцион алмазов спецразмеров в Антверпене, а также цифровой аукцион с дополнительной опцией физического просмотра в Дубае. Суммарная выручка 3 аукционов составила почти 24 миллиона долларов. Торги 132 алмазов в Антверпене собрали 10 миллионов 700 тысяч долларов. Выручка цифрового аукциона составила 5,5 миллионов долларов США. Это были все новости экономики к этому часу. Оставайтесь в курсе событий на Якутия-24. Василий, у меня на этом все. Тебе слово.